Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! А как мужик выглядит? Алкаш, смешливый такой. Ежик. Здравствуйте, вот я тебя вылавливаю, поймать никак не могу. Ну вот видишь, поймала. Да. Хочу задать вопрос, Задавай. только честно отвечай. Как ты относишься к сексу втроем? Вот это поворот! Если две девочки и я, то да, нормально. Нормально. Ну, если две А девочки... к изменам со стороны К изменам чьим? женским, мужским изменам? В смысле? Ну, если ты пригласишь подругу, мне предложишь заняться с вами. Две девочки, я сексом, то это нормально. Ля ты крыса, а! Ну, это я поняла. Ну, Большинство так отвечают. ну, естественно. А к изменам как ты сам относишься? Каким? Мужским и женским изменам вообще. Мужчина никогда не изменяет. Вот А чё тогда он делает? нет, смотри. Вот скажи мне. Просто чпокнул то, что увидел, да? Да. Вот смотри, мужчина почему бежит на сторону? От жены. Вот почему мужчина идет на сторону? Мне кажется, в измене виноваты двое. Нет. Кто-то как будто что-то не додает. Вот смотри, я тебе объясню. У тебя есть разница, измена или предательство? Измена. Нет. А в чем отличается измена от предательства? Но предать-то можно не именно измены, а своим действием, словом, еще что-то. Для меня это считается предательством. Смотри. А измена это прям измена. Нет, смотри. Изменяют телом, а предают душой. Вот когда эти предали душой, тогда все, к этому человеку нет больше возврата. Мурат, привет. Понимаешь? Почему мужик идет на сторону? Подожди. Ну ты ответь еще на один вопрос. Почему мужик идет на сторону? Почему мужик начинает гулять, как вы это любите говорить? Могу сказать, в чем-то, значит, женщина меньше внимания уделяет мужчине, еще что-то. Может быть, у них все там разлаживается уже настолько, что мужчина пошел на лед. Ну смотри, приходишь домой, блин. Ты помнишь, какая она была в начале отношений? Там пеньюарчики, кружевное беличко, все хорошо. Приходишь домой, спустя лет 7-8 совместной жизни. Какая-то чучундра лазит по кухне, в непонятном халате замызганном. Не бритая, блин. Не расчесанная, не накрашенная. Куда мужик пойдет? Правильно, к любовнице. Та всегда, дорогой, что будешь? Тебе будут там тарелки не будут на стол кидать. На, сегодня грузинское блюдо, жи, что дали. Угу. А мужик понимает, что если он нормальный мужик, он и в 50 мужик. И в 60 он мужик. И любую себе может позволить. Вот так-то. Роднули. Все элементарно. Не, ну ты индеец, я балдег. Я просто в шоке. Почему? Я не прав? Ну нет, он же как бы, этот мужчина же сам полюбил. И сам из этой женщины сделал женщину. Нет, он полюбил вот ту девочку, смеющуюся, веселую. А когда раз, у меня голова болит. Да, слышишь, вон, посмотри, сколько ходит с небольной головой по улице. Нафиг ты мне нужна, если ты вот это начинаешь вот капризничать. Блин, да нет, мужчина сам сделал ту женщину. Нет, ее сделали ее родители. Ее сделали ее родители. Бедные мужчины, так вы ни в чем никогда не виноваты. У вас кто-то, но не вы. Естественно. Так я тебе объясняю. Я ее не портил. Я взял жену. Молодую, красивую. Я о ней заботился. Я ей покупал красивые вещи. А она за собой перестала следить.
она перестала быть хищницей. Понимаешь? Когда молодая девочка ищет себе мальчика, она хищница, она Ну, и понятно. красится, она и чулочки, тю-тю-тю-тю-тю. А вот как только завоевала, блин, и процесс ей стал неинтересен. А нет, надо держать до талого, коготки надо до талого. Понимаешь? А Да мне тут, кажется, что порой тут смотришь на работе, опа, девчуля какая интересная появилась. Тебе глазки строит и стреляет, и такая тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. И сравниваешь просто Ну, я просто- то, что дома стало, и то, что сейчас тебе предлагают. Знаешь, борщ борщом, а иногда и окрошечки охота. А если еще харчо свежее, молодое, уф. Как-то вот так, родной. Бывает. Ну, вот видишь, У тебя-то как дела? у меня все отлично. Все отлично? Сегодня солянка была, да, если ты в этом плане. Ну ты шутник, конечно. Петросян второй. Ну как? Институт семьи. Это утеряно многими нашими. Ай, надо понимать, понятно. откуда идет причина, понимаешь? Угу. Вот слышишь, многие девчонки так говорят, вот у меня муж испортился. Так ты его брала-то не просроченным, ты его брала нормальным, кто его испортил тогда в итоге, надо же думать. Как он испортился? Копни в себя И куда- чуть-чуть. Вот смотри, вот, Раз со стороны женщины испортилась, это вина ее родителей, естественно. то здесь родители мужа виноваты. Не, смотри, вот как давно ты говорила мужу, что ты его любишь? Вот вопрос. Вы ж наповал меня бьете этим вопросом. И раз, уже не вспомню, да? Ну да. Как давно ты хвалила мужа? Ну, там, думаю, там, кран поменял, там, я не знаю, там. Как давно... Я его чуть не убила за то, что розетку сделал неправильно. Зачем? Это я помню. Ну, когда это было? 3 дня назад. Ну, но он же не электрик. Так, блин, он ее косо сделал. Я уже выровняла, сделала как надо. Прикрути ее. Вот смотри. Вот чем, вот смотри, вот в плане этой, да, беседы, чем отличается мудрая женщина от умной? Чем? Вот для меня глупых женщин не бывает. Есть просто умные, а есть мудрые. Ты умная женщина, но не мудрая. Понимаешь? Любая женщина мужика пытается перевоспитать под себя. Только мудрая сделает так, что мужик этого не заметит. Логично. Не правда ли? Ну вот прикрутил тебе криво розетку. Ты бы подошла и сказала, родной, а может ее давай попробуем давай с тобой вдвоем его выровнять. Но она ж кривая, может ты где-то устал, может у тебя ручки устали. Давай я тебе помогу, мы вместе ровно прикрутим розетку. А ты на него что сказала? Да ты кривожопый, криворук. Так? Криворуки. Да. Ну и какую-то хотела реакцию. Он пришел, он пришел с работы, уставший. Кем у тебя муж работает по профессии? У меня сейчас муж работает в магазине. Ну он явно не электрик. Может он боится. Явно. Ну, может он боится, что вот током стукнет. Он уже совершил подвиг, он полез в розетку. Он хотя бы рубильник выключал на площадке, нет? Нет. Вот видишь, Он какой подвиг, а ты его тут же взяла и охаяла. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ты не сказала, А потому что какой ты криво. у меня смелый. И что криво? Розетка работает? Да блин, Подожди. царапает это. Подожди, розетка работала? Криво, Ну, не пока еще криво. работает. Ну, криво, не криво. Вы нахера свою жизнь тратите на эти Но это мелочи? криво, это не... некрасиво. Перфекционистки Это не хреновы. Да блин, это некрасиво. Должно быть ровно все. Так ты подскажи. Ну, не надо криворуки, не криворуки.
Я ему даже отмеряла самостоятельно. Но он хернул все равно по-своему. Правильно, молодец. Так и надо. Да убить мало за это. А с кем-то жить будешь, если убьешь? А вот он, Сама с собой буду. слышишь? А вот он вильнет к молодой, который будет ему... Он не пойдет. Пойдет. Не пойдет. Пойдет. Рано или поздно. Значит, да нахера мне эта язва у меня дома сидит? Ты приходишь молоденькая, чистенькая, опа, разодетая. Что будешь кушать? Раз, два, три. Пошли сразу чпокнули. Быт вас съедает быт. Понимаешь, женщин? Говорю, вы когда по молодняку, вы тигрицы, вы хищницы. Как только достигли, да нахер надо. Вот и все. Нах, уже стараться, уже все нормально, да? Да, ну... Никуда не денешь. Что нет? Вот, а он там может и деться. А вы же знаешь, как живете? Что имеете, не храните, а потерявший плачете. Потом ночные звонки в 2 часа ночи, слезки на колесках. А мужик все, он ушел. Ты задумайся, ты задумайся моими словами, просто проанализируй. Его за что-нибудь похвалить, когда приду с работы. Пришел, Да. пришел, погладила по спинке. Вот скажи, вот смотри, вот просто простой элементарный вопрос. Как давно ты спрашивала у мужа, устал ли он на работе, как дела, что, как? Не спрашиваю такое вообще. Вообще похер. А он там он там в магазине, может, с кем-то поссорился. Какой-то, блин, покупатель скандальный. А вам похер на его жизнь. Для вас мужик, Но он же... вы потребенцы, блин. Девчонки, не обижайтесь, пожалуйста. Большинство из вас, вы потребенцы. Надо что? Чтобы был секс, чтобы были деньги. Все. А спросить, как у него дела, как у него здоровье, блин. Не, нахер. Ну, блин, нахер. я заболел, я его вижу. И мне что нравится. Нормальный. И мне что нравится, они все говорят, ну ты же мужик. Блин, ебаный кибиностос. Такое впечатление, что если я мужик, то значит я что, блин? Трехжильный, у меня что, блин, мышцы, канаты. Я не устаю. У меня возраст Нет, как бы. Как нет? Мужчина надо быть. Как нет? Ну как нет? Как? Эта женщина может устать, мужчина нет. Как? Эта женщина может устать, мужчина нет. А, я понял. То есть мужчина для вас кто? Человек. Да какой человек, нахер, ты говоришь? Мужчина не может уставать. Ты что, прикалываешься? Нет. Для вас мужчина... Не, ну если я его лечу и опять на работу. Как бы... Лечу, не лечу. Да блин, ну. Лечу. За чей счет? А ты что сегодня такой какой-то дерганый прям? Что я? Дерганый? Я дерганый, да всегда такой, успокойся. Да, ты нервничаешь. Я никогда не нервничаю, поверь. Очень редко. Да ладно? Серьезно. Ну, походу, я тебя довела. Нет. Ты меня довела? Не родилась еще та, кто меня доведет. Давай я доведу, значит, раз не довела. Давай, ломай меня полностью. После таких слов вообще ничего не охота говорить, просто слушать. Да не сломаешь, Вот ты честно. не родилась еще так, кто меня нагнет или сломает. Была одна такая, честно тебе скажу. Это была моя... Получилось? Ну, это и есть моя любимая дочка. Там могла в детстве мой манипулировать вот так вот. Щечки, глазоньки, слезоньки. Да, доча. Да. Ну и опять же, Вот. и моя мама. Понимаешь? У мужчины две, как правило, две главных женщины. Это мама и дочка. А жены бывают разные. Но есть, которые умеют удержать. Да, а есть такие. Только просел на работе, уволился с работы, нету денег. И началось. Куда-то пила тебе мозг выедать. У тебя и так на душе не все в ладах. Ты понимаешь, какая у тебя ответственность. Не дай бог, там кредиты, ипотека. И он переживает больше, чем вы. А вы этого не видите. Вы даже в трудную минуту, блин, бывает, словом поддержать не можете. Понимаешь?
Не за что его поддерживать? За то, что он тебя выбрал из хириарда, блин, баб. Он выбрал Ну, его тебя. выбор не было. Он выбрал. А не ты его. Понимаешь? Вот именно его, у него выбора не было. Нет. А спроси у него, кто кого выбрал. Блин, я обязательно у него спрошу это. Спроси. Как-нибудь Вот выйдем. попробуй, Так, мне- вот смотри, а попробуй проведи для себя эксперимент. Как я тебе говорю, спроси. Вот он придет завтра вечером, да, с работы. Спроси, как дела, родной? Я тебя так люблю. Сигарет? Да, сигарет. И посмотришь, А водички? и посмотришь. Что? Ладно. Вот там вот энергетик. И посмотришь, он начнет поступать так же. Им Ну, бы привет. посмотрим. Ты попробуй. Всё? Да просто он побоится, он подумает, что-то не то случилось. Где-то он накосячил. Ваши ж. Эх, девчули, да. Раз 270. Обвинять каждый может. Да я тебе лучшие годы подарила. Да схерали, загуляли. А как нет-то? Лучшие годы подарили. Да ладно. Ты уверена? Лучшие годы. Да. Вы дарите, а мы так чисто, да? Вот это. Всё, бегаем, бегаем. Бегаем. Эй, паршицы. Олег, привет, привет. Ладно, родной, подумай над моими словами и запомни одно. Брак это Я у великий. него спрошу, как мы пойдем вместе. Брак это... Я надеюсь, мы и поговорим тогда все вместе. Будет весело, поверь мне. Давай. Брак это великий труд, запомни. Это должно быть самоуважение и взаимоуважение в первую очередь. И опять же, Но я надо сегодня приду с понимать. тобой провел. Ну, давай. Если что, потом поговорим. Давай, Расскажешь. 2 hours later. Привет. Так. И... Мой любимый дорогой, господи, я начинаю уже по тебе скучать. Ну вот видишь, как хорошо. Ты с мужем пообщалась? Угу. Мужа похвалила? Поверь мне, Угу. пришла утром в 8 часов, вот я вот твои слова как запомнила, и просто-напросто изначально спросила, как у него прошла ночь, предложила ему сесть за стол попить чай, наконец-то за все это долгое время просто попить чай вместе. Ну, И мы поговорили обо всем. ну вот видишь, все Он получилось. мне объяснил такую ситуацию. Да. Он даже мне объяснил ситуацию с этой розеткой, почему он сделал так. Ты вот видишь. Слушайте Геральта, он херни не скажет. Значит, я был где-то И, прав. кстати, у нас великолепный день был. Даже секс я подозреваю. Да, потому что мы детей везли к бабушке. Ну вот видишь. Просто, иногда понимаешь, прислушивайся. подвезли к воротам, Мгм. и наш день был полностью. Блин, ну шикарно было, честно, спасибо. Да не за что, видишь. Я иногда глупости говорю, иногда говорю от чистого сердца. Как бы, может быть, я хотел, чтобы у меня было так в моей этой жизненке-то никчемной, видишь? И все это срослось. Да, поверь, он даже сегодня ко мне приехал на работу, хотя это он ни разу не делал. Ну вот видишь, надо уметь разговаривать с людьми. Ну, может быть. Ну, Я может теперь быть, точно с это- этим согласна. Так и есть. Нужно слушать людей, особенно вторую свою половинку. Вот, вам же жить до конца. Вот это как от венчания до тризны. Не, вот честно, твой совет мне помог в этот раз. Ну вот видишь, как хорошо. Хоть кому-то я что-то хорошее сделал. Прямо ж. Буду гордиться собой. Я ждала тебя так, чтобы тебя встретить и похвалиться. Чтобы было все вообще зашибись. Ну вот видишь, вот это, главное, вот эту нить теперь не терять взаимоотношений.
Что-то не так, пришел хмурый, там, унылый. Спроси, что как, что случилось, что там. Как бы, ну, поддержка нужна. Любому мужику, хотя, да вы ж сильный, да ну, знаешь, доброе слово и скотине приятное. Мужики еще те. Не, Кость, это про Барсика, до тебя Барсяк. Там с Барсиком у меня такая заруба уже идет третий день. Там. Кость, это не к тебе, не подумай. Извини, ты просто в чате. А? С кем ты ругаешься? Не, ну там в чате просто там был такой интересный персонаж. Ну, в рулетке. Ну, просто Костя пришел, и он не понял просто о ком это. И как бы я ему объясняю, чтобы не было склоп никаких. Не, ну такой, как ты, позитивный человек, блин, он не умеет скандалить, мне кажется. Да ладно. Ты меня плохо знаешь. Глаза у тебя добрые. Вот это моя фишка. Фишка. Я могу. Ну, это, как говорится, снаружи вроде бы как ангелочек, да, внутри демоны сидят, прям борются. Ну, бывает. Я ж близнец, понимаешь, у меня ж 2 брата. Я когда это, если говорю, это не я, это мой второй близнец, я не виноват. Ладненько. Не, ну хитрая тактика. Какая хитрая, я тебе рассказал Точно. жизненную позицию, как и есть. Я ж не соврал, не приврал. Ну да. Я сказал, попробуй, и Нет. все, блин, видишь, и все получилось. Любите Да. друг друга, Не очень даже- цените друг друга, уважайте друг друга, прежде всего, тогда все будет хорошо. И не собирайте Спасибо тебе сплетни, большое. А тебе знаешь, здоровья. не собирайте сплетни, там, твой, А тебе там. самое главное здоровья. Давай, родная, побегу дальше. Давай, пока.